Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с Мерседесом. Соглашение рассчитано на 1 год. Таким образом, британец проведет 9-й по счету сезон в составе данной команды. Сообщается, что по новому контракту он заработает 70 миллионов евро с учетом различных бонусов. В прошлом сезоне 36-летний Хэмилтон стал 7-кратным чемпионом Формулы-1, сравнявшись по количеству титулов с Михаэлем Шумахером. Кроме того, он обошел немца по числу побед на этапах Гран-при. В настоящий момент в его активе 95 выигранных гонок. Новый сезон Формулы-1 стартует в Бахрейне 26 марта. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обсудит возможность возобновления карьеры с главой промоушена Даной Уайтом. Российский боец заявил об этом накануне. Известно, что встреча должна пройти в Лас-Вегасе в конце февраля. Ранее Уайт неоднократно говорил о том, что не исключает возможности возвращения россиянина. Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи в титульном поединке. Свое решение он объяснил обещанием матери. На профессиональном уровне в активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов. Рейтинг был опубликован на официальном сайте организации. Россиянин лидирует, имея в активе 500 очков. Следом идет итальянец Маттео Береттини, у которого 315 баллов. Тройку лидеров замыкает еще один представитель России – Андрей Рублев. На его счету 310 пунктов. Чемпионская гонка Ассоциации формируется на основе выступлений в текущем сезоне. Лучшие теннисисты по итогам гонки примут участие в итоговом турнире ATP, который пройдет в середине ноября в Турине. Отметим, что Медведев является действующим победителем данных соревнований. Полузащитник Монако Александр Головин вошел в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Россиянин получил самую высокую оценку – 9 баллов. Напомним, в минувшее воскресенье монегаски в гостях обыграли Ним со счетом 4-3. Россиянин в этой встрече отметился 3 результативными ударами и 1 голевой передачей. Этот хэт-трик стал первым в его карьере. В текущем сезоне 24-летний Головин провел 9 матчей в национальном чемпионате, забив 4 мяча и сделав столько же ассистов. Его Монако занимает 4-е место в таблице чемпионата, набрав 28 очков. Результативную игру другого футболиста сборной России оценили в Италии. Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» минувшего месяца по версии болельщиков. В борьбе за это звание он опередил защитника бергамасков Кристиана Ромеро, набрав более 80% голосов. В январе Миранчук провел 8 официальных матчей, в которых отметился 2 взятиями ворот. Всего в текущем сезоне на его счету 4 забитых мяча в 16 матчах. «Аталанта» в таблице чемпионата Италии после 21-го тура идет на 7-й строке, имея на счету 37 очков. Перейдем к событиям нашего региона. Полина Иудина стала победительницей всероссийского турнира по дзюдо. Соревнования, участие в которых приняло порядка 600 спортсменов, прошли в Красноярске. Якутянка первенствовала в весовой категории до 70 килограммов. В общей сложности Иудина провела 5 схваток. В финале турнира она выиграла у Дарьи Ждановой из Хакасии. Благодаря этой победе якутская дзюдоистка вошла в состав сборной России до 18 лет и уже в ближайшее время представит страну на международных стартах. Сборная Якутии по настольному теннису завоевала 7 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа, которое завершилось в Приморском крае. Республику на этом старте представили 10 спортсменов не старше 19 лет под руководством тренеров Аркадия Иванова и Василия Румянцева. В активе якутян 1 золотая, 4 бронзовые и 2 серебряные награды. На высшую ступень пьедестала взошел Владимир Кривошапкин, выступавший в одиночном разряде. Отметим, что эта победа гарантировала якутянину участие в первенстве России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!